Добрый вечер, уважаемые друзья. Это Байсангуровский район Грозного, улица Сайханова, 139. Довольно-таки неожиданно для вас будет следующая информация в плане того, где я нахожусь. Это профильная больница, специальная профильная больница республиканского значения. Сегодня руководство этой больницы, этого лечебного учреждения мне любезно предоставило возможность попасть на территорию данного учреждения, за что я благодарю главного врача Хамзата и его помощника Хасайна. Большое вам спасибо, безмерная благодарность. Дело в том, что здесь во дворе находится уникальный объект, очень серьезный объект, именно по своей исторической значимости. Этот курган, вот который перед вами сейчас на дисплеях, он служил именно на окраине аула Алды, на северной окраине его. Собственно, мы и сейчас находимся на северной окраине поселка Алды в составе Грозного. Тогда, когда этот курган функционировал как тот объект изначально, что было заложено в его функционал, тогда здесь, естественно, не было той агломерации и того, что предполагает сегодняшний Грозный. Здесь была окраина аула Алды, северная ее часть. И здесь, собственно, переходим к тому, что из себя представляет данный объект. Это был объект, часть фортификаций, охранный объект, который служил для защиты и безопасности самих алдов аула Алды и непосредственно входил в систему общей безопасности чеченской страны. И сейчас мы зайдем на плато, поднимемся на этот курган, и далее я вам дам интерпретацию. Вот мы и поднялись. Мы находимся на верхушке этого кургана. Площадь довольно-таки приличная. Площадь около именно самого плато около 2 соток, если образно говорить. За счет чего это место, этот объект являлся стратегическим объектом в системе безопасности и охраны аула Алды. И, собственно, как я говорил, это было интегрировано в обеспечение обороны и предупреждение каких-либо событий негативного характера. Что подразумевается под этим? Естественно, какие-то экспедиции, нашествия различных орд, различных определенных сил, которые всегда стремились сюда завоевать этот край. И, соответственно, с этого кургана велось наблюдение и дозор чеченскими войсками. Здесь определенная часть войск, которая охраняла Алды, которые были под подчинением шейха Мансура. В этот период, когда шейх Мансур занимался своей глобальной деятельностью в рамках не только Чечни, а всего Кавказа Северного, когда он являлся большой военно-политической личностью, коим он был до конца своих дней, да смилостивится над ним Аллах. И до полного завоевания Чечни эта часть, этот объект служил именно в том плане, что он был включен в систему обороны, в систему предупреждения, в систему безопасности. Здесь чеченские воины, они вели дозор, наблюдали, и в случае, если были признаки того, что какие-то армии, какие-то группы следуют сюда, то в тот же момент
включалась система оповещения различным способом. Они были разных вариаций. Могли отправить гонца. Это такое крайнее. Приоритетно было система оповещения через задымление, через оповещение выстрелами, гонгом и тому подобное. Это всего лишь детали. Главным образом, что здесь велся дозор, и такую функцию имел этот курган. И я вот, находясь здесь, соответственно, имею полное представление о том, что отсюда имеется обзор на десятки километров без преувеличения. И отсюда ясно можно разглядеть все, что происходит в районе Алхан-Калы, не говоря о том, что сам обзор на территории, которые и за Алхан-Калой, и в районе Кулары здесь абсолютно имеется. Ясно, четко можно разглядеть эту местность. Сейчас мы видим в кадре это Сунжинский хребет, который простирается от местности Дигора в районе Эльхотова. Сунжинский хребет, он берет свое начало. И вот здесь, вот здесь, в районе поселка Карпинка в составе Грозного, а если быть точнее, прямо на северной окраине нового проспекта имени Путина, этот Сунжинский хребет заканчивается. И тем самым отсюда можно было обозревать любые передвижения каких-либо групп войск, которые имели определенные намерения. Если путники — это какие-то караваны, соответственно, в системе безопасности обороны чеченской страны на определенных участках были другие укрепления, которые за этим следили. Я вам приведу пример, что за этим хребтом Сунжинским на той стороне находится поселок в составе Грозного, наряду и с другими поселками, которые сохранили свои аутентичные названия в составе Грозного. Это поселок Ташкала. Как это переводится? Что это значит? Ташкал, то есть укрепление Таши, чеченское имя Таша. И, соответственно, там тоже был аул, который сформировался и позиционировал себя как такой военный городок. Вот в чем заключается именно функционал опций, которые открывались отсюда. Хочу отметить, что в 1785 году была попытка во главе с полковником Депири захватить аул и уничтожить весь потенциал шейха Мансура. Примерно в этом районе, который сейчас находится в кадре, эта экспедиция, эта группа, она проследовала, она пересекла, преодолела Сунжинский хребет. Начали они свое движение от местности, которая сегодня именуется как станица Калиновская, то есть они преодолели Терек, они преодолели Терский хребет, они преодолели Сунжинский хребет, и в районе сегодня моста по руслу Сунжи, в том районе, где находится ресторан «Сова», эта экспедиция во главе с полковником Депири форсировала Сунжу. Они понесли в Валдах сокрушительное поражение. Сотни были убиты, сотни были ранены. Среди раненых был прославленный русский полководец, позже уже прославленный Багратион Петр. Он лично сразился с шейхом Мансуром, был им повергнут и попал в плен, и был позже выдан на том же месте, где они зашли в Алды, на левом берегу
Сунжи состоялась передача пленных. Такая вот история, уважаемые друзья. Всем счастья, добра. До скорых встреч. До свидания.